Василий Емельянович Шалабаев — известный кустанайский педагог, просветитель, руководитель и, в первую очередь, поэт. Это человек, который очень тонко, очень точно чувствует мир и может выразить многие вещи всего лишь в нескольких простых строчках. Давайте попробуем посмотреть, каким же Василий Емельянович предстает нам в своих произведениях. Например, о чувстве юмора Василия Емельяновича говорит такое стихотворение, как «Моему коту». «Мой котик, предан мне вдвойне, коль глазу по спине. Но стоит только против шерсти, и мы, считай, уже не вместе». Вроде бы Василий Емельянович описывает простую житейскую ситуацию, описывает общение со своим любимым питомцем, но в то же время здесь мы можем увидеть более глубокий, более скрытый смысл. В нашем обществе принято оказывать друг другу социальные поглаживания, которые заключаются в приятных словах, приятных действиях. Но очень часто люди не готовы воспринять поглаживание против шерсти, когда узнают какую-то неприятную правду или сталкиваются с теми поступками, которые бы они не хотели, чтобы совершались в отношении к ним. Но вернемся к личности Василия Емельяновича. Это человек с большим, богатым жизненным опытом. Человек, который сталкивался со многими трудностями, со многими неприятными сюрпризами в жизни. Например, вот у него есть замечательное стихотворение «Мой друг». Вначале звучат такие слова: «Дал знать, мой друг, когда-то самый лучший, и после неизвестности теперь». Конечно, наверное, со следами лет минувших, то вот решил попробовать мне дверь. Заканчивается произведение совсем другими словами. «Да, милый друг, ты все такой же, такой, как раньше, но все-таки уж в чем-то не такой. Закат горит, горит закат оранжевый, и солнце дисково правый золотой». И здесь Василий Емельянович пишет о том, как меняются люди с течением времени. И те интересы, те вещи, которые нас когда-то объединяли, они меняются со временем. И нужно их принять. Это произведение пронизано нотками грусти, нотками принятия тех изменений, которые происходят со временем, с возрастом в обществе. Но главное, в чем проявляется его личность, в чем проявляется его, я бы даже сказал, величие, это отношение к его семье. Вот он пишет произведение «Колыбельная Бибигуль». «Бибка любит солнце, но рисующе рада, тянется к оконцу, надо или не надо». Здесь чувствуется его отношение, его любовь. Она же распространяется и на его внука. Хитер и разодет почти что от Версачи. Ему еще так мало лет, что нет его богаче. Вот это непосредственно детский взгляд на мир составляет богатство. И видеть, подмечать эти детали спустя столько лет после того, как ушло его детство, говорит о том, что он смог сохранить этот взгляд. Но больше всего мне нравится то произведение, в котором он описывает свою родину. Песня Кустаная. «Светлый город», звучное название, над тобором крылья распростер. Журавли курлычат ранней ранью, распахнулся сказочный простор. Человек, который так любит свою родину, человек, который так любит своих близких, он великий человек. И мы имеем возможность в этом убеждаться каждый раз, когда знакомимся с его работами.